Здравствуйте, вы смотрите «Вести», Чеченская Республика, в студии Луиза Ахаева и главные темы выпуска. ЗАЗу дома. Все санкции пробьем мы, уничтожим сатанизм, терроризм, международный, наведем порядок, за тебя отомстим, за тебя, отдельно отомстим. Коня главы региона Рамзана Кадырова вернули хозяину. О судьбе скакуна расскажем сегодня в выпуске. На страже здоровья граждан. Этих людей, которые были выявлены, мы дообследуем. При необходимости направим в специализированные учреждения для оказания медицинской помощи, в том числе и высокотехнологичной. В Грозненском районе прошла первая в этом году выездная диспансеризация. Сколько человек ее прошло уже в первый день? Новые победы. ГТРК «Война» под крылом «Орла». Азам Магомедов. ГТРК «Войнах» в очередной раз доказывает высокий уровень журналистики. Попавший под санкции скакун ЗАЗу Рамзана Кадырова вернулся к своему хозяину. Глава региона встретил жеребца после 9 лет разлуки. С 2014 года он находился в конюшне в Чехии под арестом. По словам руководителя субъекта, с ним связались представители украинских спецслужб и предложили выкупить коня за определенную сумму. В итоге они не смогли разобраться между собой, но лошадь все-таки была возвращена и без выкупа. Ох ты, Зазу, собой, Зазу! Зазу! Извини, незаконные санкции, что это, 9 лет мучили, моего жеребца, Вот демократии европейских, государств. Очень сильные, Сколько лет мы не виделись, 9 лет, Сбежал от украинских, спецслужб даже, Сама пришла, Зазу. Ну, видишь, что, как спокойно, Очень плохо относились, Он в свое время лучшим был, в мире, И красивая была, прямо, блестела, Сейчас видно, что плохо относились. Но мы в ближайшее время наберем форму, Какая ближайшая его судьба? Он будет участвовать? Нет, он уже не будет участвовать. Он будет смотреть гордо, как он приехал, он обманул, все, европейские спецслужбы, обманул украинских спецслужб, и проехал через границу, через войны, Вот так задумал. Зазу. Нажлак матч. Вы уже говорили, что реальная его цена гораздо выше, чем те 18 тысяч долларов, которые за него заплатили. Насколько вы оцениваете? Ну, он тогда, он стоило, 8-9 миллионов долларов, а для меня бесценная была, И сейчас даже, если сказать мне, ни за какие деньги я не продал. И то, что они оценили, я не понимаю, ценности лошадей, Ну, хорошо, что они оценили, и легче было договориться с украинскими, спецслужбами, потому что они тоже, за эти деньги, предложили нам привезти, но потом, они не договорились друг с другом, и деньги у меня остались. Лошадь сама пришла домой. Так быстро получилось, что они между собой не договорились.
И мне нужно было привезти коня через границу. И привезли, и все. Зазу дома. Да здравствует Зазу! Все санкции пробьем мы. Уничтожим сатанизм, терроризм, международный, наведем порядок. За тебя отомстим, Зазу, за тебя, отдельно отомстим. Так что не дадим больше вмешиваться в права животных даже, не только человека. Они вообще не понимают, что такое правда. Как можно так поступить? 9 лет стоял, и ухаживали, не знаю, как теперь. В регионе завершились Дни культуры Южной Осетии. Танцы, музыка, традиции братского народа пришлись по вкусу жителям Чеченской Республики. В рамках церемонии закрытия Рамзан Кадыров наградил Алана Гаглоева медалью столетия со дня образования Чеченской Республики. Сохранившиеся традиционные архитектурные строения, национальные танцы, песни на красивом родном языке. Осетинская культура по-настоящему обширна и интересна. С ее малой частью смогли познакомиться гости торжественной церемонии закрытия Дней культуры Южной Осетии в Чеченской Республике, которую посетили высокопоставленные чиновники во главе с Рамзаном Кадыровым и гостями субъекта. После ролика, рассказывающего о традициях и обычаях братского народа, на сцену вышел глава региона, дабы выступить с приветственным словом. Чеченская Республика и Южная Осетия имеют давние культурные связи. И этот фестиваль стал ярким и запоминающимся событием для всех нас. Спасибо президенту Южной Осетии Алану Эдуардовичу за то, что он лично приехал на эту церемонию в Грозный. Культура народов Южной Осетии самобытна, уникальна и является украшением культуры всего Седого Кавказа. Недавно в Цинвале с успехом прошли Дни культуры, посвященные нашей республике, где нашу делегацию очень тепло встретили и оказали огромную поддержку. Благодаря этим мероприятиям мы узнаем больше о культуре, традициях и обычаях другого народа через их творчество, театр, музыку и танцы. Наш первый президент, герой России Ахмад Хаджи Кадыров говорил, что без культуры нет нации. И сегодня мы свидетели, как два народа укрепляют братские связи. Желаю всем творческих успехов, благополучия и мира. За значительный вклад в развитие и укрепление всесторонних дружеских отношений между двумя братскими народами медалью столетия со дня образования Чеченской Республики наградили президента Южной Осетии Алана Гаглоева. За вклад в развитие культуры и творческую деятельность, получившую общественное признание, медалью за заслуги перед Чеченской Республикой наградили министра культуры Южной Осетии Радмилу Дзагоеву. Званиями народного и заслуженного артиста удостоили культурных деятелей Южной Осетии, а также некоторым вручили почетную грамоту главы республики. Президент Южной Осетии поблагодарил главу региона за всестороннюю поддержку. Он отметил его большой вклад в восстановление республики, а также крепкие отношения между чеченским и осетинским народами, которые нельзя нарушить. Вы, как истинный сын своего народа, выполнили все заветы своего отца. От всей души желаю дальнейшего процветания братскому народу Чеченской Республики под мудрым руководством Героя России, главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. После началась масштабная концертная программа из 20 национальных, песенных и танцевальных выступлений, которые были потрясающе исполнены. Зрители не могли оторвать глаз со сцены и остались под большим впечатлением.
Торжественная церемония закрытия Дней культуры Южной Осетии в Чеченской Республике прошла довольно ярко, познакомив зрителей с самыми интересными особенностями своей культуры, обычаев и традиций через язык творчества. Регионы продолжат сотрудничество и в дальнейшем и проведут еще немало не только насыщенных, но и культурно-познавательных мероприятий. Адам Магомедов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». Первая в этом году выездная диспансеризация прошла в Грозненском районе. В ней задействовано 10 мобильных медицинских комплексов и 30 специалистов. Подробнее в сюжете Адама Магомедова. Первая диспансеризация в этом году, прошедшая в Грозненском районе в селении Алханкала, планировала охват в 1200 человек, однако эта цифра была превышена уже в первый же день. Задействовано 10 мобильных медицинских комплексов, включающих в себя маммограф, флюорографию, также развернуты 4 палатки и детское отделение. Привлечено более 30 врачей с различных медучреждений субъекта. Вначале пациент проходит регистрацию, где рассказывает о том, что беспокоит его здоровье, и исходя из этой информации, ему выдают медкарту с направлениями к различным врачебным специалистам, дабы он прошел комплекс обследований. Это поможет выявить хронические неинфекционные заболевания, а также риски их потенциального развития. Все находится на одном месте, что довольно удобно для пациентов, а результаты приходят уже на следующий день. Благодаря грамотной организации диспансеризация проходит довольно быстро. Пациенты довольны и выражают свою благодарность. А вы уже прошли обследование? Да, уже прошли. Все, просто по конверту. Осмотрели ход мероприятия заместитель министра здравоохранения региона Павел Фадеев и глава Грозненского района Рустам Абазов. Они пообщались с персоналом, пациентами и высоко оценили работу врачей. Ведь уже в обеденное время было выявлено около 65 человек с патологиями, которым в дальнейшем окажут помощь. Всех этих людей, которые были выявлены, мы дообследуем. При необходимости направим в специализированные учреждения для оказания медицинской помощи, в том числе и высокотехнологичные, для того, чтобы продлить им жизнь. Мероприятие проводит Министерство здравоохранения региона совместно с Центром медицины катастроф в рамках развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи нацпроекта здравоохранения. Диспансеризация будет проходить каждые 2 недели до конца ноября, охватывая все районы Чеченской Республики. Адам Магомедов, Моусар Хаджиев, Сайцель Мамбукаев, Вести Чеченская Республика. Образовательная программа «Социальный координатор» стартовала на базе Чеченского государственного университета имени Ахмата Хаджи Кадырова. 3 апреля 2023 года президент страны Владимир Путин подписал указ о создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Для проведения обучения его будущих работников в субъектах России задействовано 30 филиалов РАНХИКС и 7 университетов-партнеров, одним из которых и является региональный вуз. Педагоги уже прошли семинары и готовы передать свои знания соискателям 3 республик – Чеченской, а также Ингушетии и Дагестана, всего более 100 человек. Данное обучение состоит из нескольких модулей. В общем, это обучение длится 90 часов. Первый очный модуль, который состоит из 28 часов, проходит как раз на нашей образовательной площадке Чеченского государственного университета. По окончанию данного обучения наши потенциальные социальные координаторы будут проходить итоговую аттестацию на базовой организации, то есть РАНХИКС, и уже по окончанию обучения выдают им удостоверение установленного образца, по которому они дальше могут заниматься новой деятельностью. Будут работать в фонде, будут работать с социальными координаторами и консультировать и оказывать социальную помощь бывшим сотрудникам и участникам специальной военной операции. В 11-м международном телевизионном фестивале военно-патриотических фильмов и программ «Вечный огонь» в номинации «За наших» победил корреспондент ГТРК о войнах Адам Магомедов. О том, какие темы поднимает журналист в своей работе, расскажет Медина Мударова. Мы просим дать нам возможность
защитить украинский народ от наших врагов, показать всему миру, что нельзя шутить с людьми, нельзя трогать религии, нельзя трогать достоинство человека. Это фильм о тех, кто не сдается и не падает духом, о тех, кто готов отдать свою жизнь ради победы над нацизмом и фашизмом. Чеченские бойцы проявляют стойкость и бесстрашие в самых сложных ситуациях. В ходе специальной военной операции они показывают свою доблесть и отвагу. Сюжет корреспондента ГТРК о войнах Адама Магомедова «Под крылом орла» повествует о жизни беженцев из Донбасса, которые нашли приют в России и смогли адаптироваться благодаря регулярной помощи от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджикадырова. Огромную поддержку оказывает глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, который лично держит связь с командирами чеченских подразделений, что позволяет оперативно решать любые проблемные вопросы. Это люди, которые годами жили под обстрелами и, наконец, смогли выбраться. И их жизнь, можно сказать, кардинально поменялась, потому что вот только что они жили под обстрелами, и сегодня уже переходят в мирный Ростов, где все хорошо. И эти люди еще не привыкшие, с ними было очень интересно разговаривать, было интересно узнать, как все эти 8 лет они выживали и что вообще изменилось в жизни по приезду в Ростов. Работы Адама Магомедова не раз побеждали в различных всероссийских конкурсах. На 11-м международном телевизионном фестивале военно-патриотических фильмов и программ «Вечный огонь» сотрудник «Войнаха» в очередной раз показал высокий уровень чеченской журналистики, победив в номинации «За наших». ГТРК «Войнах» под крылом орла. Адам Магомедов. В этом году фестиваль посвящен 80-летию Сталинградской победы. Журналисты представили свои проекты о героях, которые завоевывали победу в прошлом и бьются за нее сегодня. Конкурсные работы оценивались в 9 номинациях. Всего жюри просмотрело более 300 работ из 57 регионов России и 10 стран ближнего и дальнего зарубежья. Это очерки, сюжеты, программы и документальные фильмы. Оценивали прежде всего творческий подход. Наши ребята находятся на передовой, как мы говорим, и несут частицу того огня, который мы обозначили в нашем фестивале. Это очень значимо. Наверное, это первый такой фестиваль, когда он проходит в то время, когда идет специальная военная операция. Идет вынужденно, идет очень непросто. И дай Бог, чтобы мы с вами наш следующий фестиваль и «Вечный огонь» зажигали в более мирное время. Адам Магомедов работает на ГТРК «Войнах» 3 года. За это время он показал высокий профессионализм и грамотное освещение деятельности различных сфер жизни региона. Стоит отметить, что материалы корреспондента регулярно выходят в эфирах федеральных каналов. Это свидетельство мастерства и профессионализма. Я помню Адама Магомедова, когда он впервые пришел трудоустраиваться на телевидении. Это было почти 4 года назад. Можно сказать, я застала все его этапы формирования как журналиста. И могу с уверенностью сказать, что все самые сложные темы, все самые интересные темы, бантики или консервы, как мы их еще называем, я могу доверить Адаму Магомедову и знаю, что с этой задачей он справится на ура. Не секрет, что главным ньюсмейкером региона является Рамзан Кадыров. Его энтузиазм и работоспособность вдохновляют работников всех сфер деятельности. Последний год для СМИ Чеченской Республики получился насыщенным, поскольку появляется все больше инфоповодов. Но благодаря руководству субъекта у сотрудников есть все условия для реализации творческого потенциала, возможность повышать квалификацию и качественно производить материалы. Для нас большая честь и гордость, что наш корреспондент в очередной раз показал уровень нашей журналистики. Это большой стимул для других ребят. Конечно, огромное спасибо операторам, которые работают, монтажеры, которые работают тоже вместе с ними. Но руководству, которое наводит на все это большое значение имеет. И мы благодарим за внимание, которое нам оказывают, за то, что дают ребятам так раскрыть свой талант. ГТРК «Войнах» – регулярный участник всероссийских форумов. Телерадиокомпания уже не раз завоевывала различные награды. В прошлом году, например, стала победителем в номинации «За яркое освещение темы», посвященной увековечению памяти защитников Отечества, ветеранов Великой Отечественной войны и правоохранительных органов. Также была отмечена специальным призом от ВГТРК и получила отдельный сертификат. Все это результат сплоченной и качественной работы команды
единомышленников и профессионалов. Медина Мутарова, Хусейн Мурдаханов, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. В Грозном завершилось первенство Чеченской Республики по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет. В состязании принимали участие 130 спортсменов. В каждой из 10 весовых категорий велась азартная борьба. Участники на ковре демонстрировали красивые технические приемы и показывали высокий уровень мастерства. Соревнования отборочные, победители и призеры примут участие в первенстве Северокавказского федерального округа. Он пройдет через месяц в Дагестане. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы сможете узнать в наших социальных сетях и на платформе «Смотрим».